Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. В Гудаутском районе совершено разбойное нападение на российских туристов. Сегодня, 11 июля, примерно в 12:20 на берегу моря в районе села Приморское, двое неустановленных следствием лиц в масках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца и холодным оружием ножом, совершили разбойное нападение на группу отдыхающих из Москвы. Под угрозой физической расправы преступники стали требовать у отдыхающих деньги. Злоумышленники сумели взять в заложники двоих женщин и 4 детей. Один из взрослых туристов попытался оказать сопротивление преступникам, но получил тяжелое ножевое ранение. Будучи доставленным в Гудаутскую районную больницу, он скончался. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены. Они не пострадали, их жизни ничего не угрожает. Оперативно был организован поиск преступников. В нем задействован личный состав Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности Абхазии. Поисками лично руководил министр внутренних дел Аслан Кобахи. На место преступления прибыл президент Рауль Хаджимба, который ознакомился с ходом оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время проводятся необходимые действия, направленные на установление лиц, совершивших преступления, и их задержание. Проводится прочесывание и тщательное обследование местности. В поисках преступников задействована авиация. Сегодня же прокуратура Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения, имевшего место в устье реки Апста Гудаутского района. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Республики Абхазия. В связи с фактом убийства и разбойного нападения на туристов из Российской Федерации президент Абхазии Рауль Хаджимба отменил зарубежную поездку в Республику Адыгея. Президент дал указания руководителям силовых ведомств республики по раскрытию преступления, произошедшего в селе Приморское Гудаутского района. Сегодня пресс-служба президента Абхазии распространила заявление. В нем говорится: недавно в Гагре на одном из собраний ветеранов Отечественной войны народа Абхазии прозвучали высказывания, вызвавшие широкий общественный резонанс. Они были основаны на одном из самых худших явлений нашей цивилизации – национализме. Это та беда, которая, став государственной идеологией, в некоторых странах приводила их к краху, обрекая народы на страдания. Достаточно вспомнить ту трагедию, которая произошла в середине 20-го столетия, Вторую мировую войну, в результате которой погибли миллионы ни в чем не повинных людей. Ее главной причиной и стала идеология фюрера, основанная на национализме. К чему это привело, мы прекрасно знаем. Но и в конце 20 века, не учтя этот печальный опыт, грузинское руководство, вооружившись этой порочной идеологией, развязало войну, поставив на грань уничтожения наш народ. Только мужество и стойкость многонационального народа Абхазии переломила ситуацию, который всегда отличался национальной и религиозной толерантностью. Было бы огромной непростительной ошибкой ставить знак равенства между патриотизмом и национализмом. Между ними глубокая пропасть. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. Попытки разделить наш многонациональный народ играют только на руку нашим врагам. Абхазия – наш общий дом, наша крепость и наш очаг. Мы не дадим его разрушить изнутри. Нам есть чем гордиться и что показать миру. Наш народ прошел долгий путь, и этот путь отнюдь не был легким. Нас озаряла надежда на светлое будущее для наших детей, а любовь к родине придавала нам сил. Наша жизнь сейчас полна испытаний, но, вооружившись ненавистью, мы ничего не построим, а напротив подойдем к краю пропасти. Этого у нас никто не допустит. Это было заявление пресс-службы президента Абхазии. Высказывания в Гагре на одном из собраний ветеранов Отечественной войны народа Абхазии особенной болью отозвали в сердцах матерей погибших героев войны. Все. Мне было очень обидно. Значит, мой сын или еще чей-то матери сын, кабардинки, бежевый сын, там абазинки, черкешенки, там адыгейки, даже взять этих казаков, что они мало сделали нам, помогли нам? Сколько их в Гудаутах было? Сколько было их в Гудаутах у нас? Мало в Тамышах они были, мало там они были. Каждый человек сделал свою роль. И каждый человек, сын говорил мой, что каждая нация имеет свое какой-то кусочек земли, откуда и она начинается. И никто не имеет права малые нации обижать. Как армянин может быть жестоким, когда в армянском батальоне Баграмяна и абхазцы были. У меня книга есть. И кабардинцы были, и русский был там. И вот и армяне были все вместе. Как армянин мог жестоко поступать? Он отвечает за свои слова. Вот это я удивляюсь.
Я мать, мне очень больно было слышать. Очень больно. И до сих пор я не могу успокоиться. Мнение Анжелы Исаханян, матери погибшего героя Абхазии Артура Исаханяна, сразу после новостей. К другим новостям. Вопросы привлечения инвесторов, а также развития сотрудничества российского и абхазского бизнеса обсуждались сегодня на встрече Рауля Хаджимба с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей, сопредседателем общественной организации «Деловая Россия» Борисом Титовым. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Как отметил президент, к Абхазии проявляют интерес не только предприниматели из России, но и многих других стран. При этом Рауль Хаджимба подчеркнул, что необходимо еще многое изменить в стране для привлечения инвесторов. Как отметил президент, перспективными сферами для развития страны являются туристическая сфера, энергетическая и аграрный сектор. По словам Бориса Титова, одним из важнейших вопросов развития является модернизация энергетической сферы. Он также отметил высокий потенциал туризма, в частности исторического. Что касается аграрного сектора, Борис Титов подчеркнул, что Республика Абхазия сегодня широко представлена на российском рынке. По его словам, в рамках визита планируется обсудить с предпринимателями вхождение в новые инновационные проекты. Создана специальная комиссия во главе с начальником Госуправления Республики по транспорту с целью выяснения обстоятельств падения прогулочного самолета в Пицунде, в результате которого пострадали туристы из России. В комиссию входят специалисты МЧС и работники аэропорта. 6 июля примерно в 18 часов в службу спасения поступил звонок о чрезвычайном происшествии. При заходе на полевой аэродром Пицунда потерпел аварию прогулочный самолет. Бригада МЧС Абхазии незамедлительно выехала на место происшествия. Как оказалось, самолет А-33МА, принадлежащий частному лицу Али Ашкацао, совершил неудачную посадку, в результате чего двое пассажиров, граждане России, мать и ее 15-летний сын, получили увечья различной степени тяжести. Они были госпитализированы. Пилот отделался легкими ушибами. По предварительным данным, произошла жесткая посадка самолета с последующим капотированием на нос из-за потери мощности двигателя в процессе захода на посадку. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, полет был санкционирован органами воздушного движения Сухумского аэропорта. Эту информацию подтвердили в Государственном управлении Республики по транспорту. Нам были пересланы все документы, что было выдано, значит, в управлении транспорта Республики Абхазия. После того, как поступили соответствующие документы, необходимые для полета, согласно этому. После того, как были представлены документы от РУП авиалинии Абхазии, был выдан сертификат. Согласно этому. На данный момент создана комиссия во главе с начальником Госуправления Республики по транспорту. В нее входят специалисты МЧС и работники аэропорта. Комиссия расследует данное авиационное происшествие. В течение 30 дней члены комиссии должны разобраться в причинах произошедшего и дать соответствующее заключение. Органами управления воздушного движения РУП Международный аэропорт Сухум имени Арзанба дано указание на запрет использования воздушного пространства пилотом Али Ашкацао до окончания расследования и установления причин аварии. Завершилась первая полевая экспедиция древней стоянки в Горной Абхазии. Предстоят еще 5 экспедиций в труднодоступные горные районы страны. Об этом, в частности, шла речь сегодня в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия республики, где участники проекта рассказали журналистам о его первых результатах. Подробности в репортаже Али Китрапш. Предметом исследований полевых экспедиций станут древние стоянки, жилища, рудники, а также Ацангуар – пастушеские стоянки абхазов в горах. Первая экспедиция уже состоялась с 3 по 9 июля в урочище Химса. Там было обнаружено около 150 древних пастушеских строений, состоящих из нескольких комплексов. Всего мы зафиксировали там 6 комплексов, в котором были представлены хозяйственные помещения, жилые помещения, загоны для скота, какие-то концентрические круги, камни выложены. Это все предмет исследований. Под воздействием различных факторов объекты культурного наследия со временем разрушаются. Вот почему назвать точную дату постройки пастушеских стоянок, найденных в урочище Химса, участники экспедиции затрудняются. В прошлом году из-за высокой травы на том же месте удалось обнаружить только 10 ацангуар. Директор фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба после участия в полевой экспедиции по-новому открыл для себя Горную Абхазию.
Безумно интересно, и мне кажется очень важным познавать эту часть Абхазии и понимать, что есть огромный мир, который является неотъемлемой частью нашей самоидентичности. Невозможно, живя в Абхазии, воспринимать себя только через вот эту вот тоненькую нитку у моря. Да? Есть еще огромные территории, в которых мы проживали тысячелетия. Такая полевая экспедиция впервые проводится за последние 30 лет, и ее главной целью является исследование объектов историко-культурного наследия в Горной Абхазии. Все материалы, собранные во время экспедиции в урочище Химса, будут опубликованы и храниться в архиве. Сейчас идет камеральная обработка тех материалов, которые было все там сделано, и это будет предоставлено в бумажном виде, она будет в координатах, это будет в масштабе, это карта, как это, в принципе, то, что мы все видим, но это будет вид сверху и в масштабе. Если мы сегодня выйдем, замерим его рулеткой и линейкой на бумаге, это будет совпадать. Последующие полевые экспедиции пройдут в горах Дзыхуа, Аданга, Санчара, Марух. По завершению экспедиции в конце года организаторы планируют снять документальный фильм. Также будет издан научно-популярный альбом с описанием объектов историко-культурного наследия в Горной Абхазии. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 86-й сезон Абхазского государственного драматического театра имени Чанба закрыт. О премьерах прошедшего театрального сезона и о планах на предстоящие рассказали на пресс-конференции руководители и актеры театра. Уходящий 86-й сезон Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба был достаточно насыщенным. В течение года на сцене театра было поставлено 4 премьеры. Это спектакль «Пешком» по постановке художественного руководителя Валерия Кови, «Дом Бернарды Альба» и сказка «Снежная королева» режиссера Мадины Аргун, а также спектакль по пьесе Самсона Чанба «Махаджиры» в постановке Алхаса Шамба. С каждым годом число зрителей растет. С 2016 года по настоящее время театр посетили более 11 тысяч человек. Не иссякает интерес и к детским представлениям. Детский материал, он очень благодатный, сложный, но это все окупается, да, реакцией детей, реакцией зрителя. Очень большая посещаемость, и более того, мы стараемся детские спектакли стараемся выводить вообще в ранг благотворительных спектаклей. Мы очень много занимаемся благотворительностью. Это и фонд Киraz мы сотрудничаем, это и школа-интернат. Председатель художественного совета театра Роман Сабо рассказал более подробно о гастролях театра в Турции. По его словам, очень важно, чтобы контакты с нашими соотечественниками за рубежом стали системными. Чтобы оттуда какой-то мостик сюда наладить, необходимо именно такой живой национальный контакт живых людей. Они, вот мне рассказывали, я не был на этих гастролях, мне рассказывали, что, находясь в толпе абхазов, они абсолютно не ощущали себя вне родины, в среде чужого народа. Вот это очень важно. Стабильное посещение зрителей постановок театра отметил режиссер Алхас Шамба. По его словам, на каждый спектакль приходит не менее 50 человек. Очередные спектакли, которые идут уже не первый раз, все равно до 50 человек каждый вечер. Это люди, которые сами по доброй воле приходят, покупают билеты и смотрят спектакль. Это радует. Потихоньку, пусть не так, как нам хотелось бы, но зритель привыкает ходить в театр. К предстоящему сезону актеры Абхазского драматического театра уже начали готовиться. Впереди зрители ждут новые постановки. По словам Мадины Аргун, в течение года планируется поставить 4 спектакля. Также у театра будет несколько сюрпризов для зрителей. Актеры их пока не раскрывают. В планах у руководства театра в скором времени запустить и сайт Абхазского театра. Сария Смурбислан Чхенджерия. Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. Завтра в Абхазии будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 24-26, днем 29-31 градус. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.